Мне как раз исполнилось 30 лет. Я подумал, что же я в жизни сделал такого? И тут возникли мои любимые рокеры, благодаря которым я пережил 90-е. Нирвана тогда взорвала мой мозг. Я осознал мир за бугром, мир гопоты. Мне было 14. И Кобейн. Такая фигура. Я его услышал и все. Понял, что мне это близко. Я из Челнов. Учился в 11-й школе. В школе были группировки, драки. Слушал музыку. Волосы отросли. Начались конфликты, да. Такой же, как я, кстати, учился в 56-й школе, через дорогу. Я в 9-10 классе думал перевестись, потому что она была более благополучной. А потом мне это показалось таким лицемерным. Все такие хорошие, с червоточиной внутри. А если человек сволочь, то он обязательно все это показывает всем своим существом. Мне было 14, и в 14 я поступил в художественную школу. Что было классно в то время, не было какой-то жесткой программы. Была анархия. Тебе дозволялось все. Делай, что хочешь. И в тот момент моя любовь к рок-н-роллу начала проявляться. Меня потянуло к абстрактному искусству, сюрреализму, к авангардному искусству. На моих долларах есть Хендрикс, Элвис, Марлин Мэнсон, Сид Вишес, ну еще пару других. Кстати, Хамза Шарипов тоже там есть. Сам формат доллар — это что-то огромное, большое. А мне вот из этого хочется сделать сугубо индивидуальное. Они же все одинаковые. Но это как выдержка из своего дневника. Вот, например, я сажаю картошку, месяц май, коза, которая была у моей мамы. Я не живу в Америке, и я не родом из Сиэтла. Это все помещается во мне. Все. Я вырос среди белых коробок. КамАЗ рядом, трубы. Как минимум нужно слушать гранж либо индастриал, чтобы выжить в этой среде. Кстати, Кобейн тоже рос в такой же среде. Наступает эпоха рыб. Среда диктует. Да. Рыба в воде себя чувствует хорошо. Все меняется. Музыка, искусство, картины. Музыка, звук. Звук стал какой-то приглаженный. Не такой грязный, как был раньше. И картины. Картины тоже стали какими-то другими. Не такими, какими были раньше. Я не из Татарстана. Но с детства любил слушать Ильхама Шакирова и Флёру Сулейманову. К нам, кстати, приходили пластинки из республики. И они меня сформировали. У Шакирова такой ум, что порой за душу бьет. Мне тоже хочется, чтобы в моем творчестве был такой драматизм. Есть такой известный художник Пит Мондриан. Такой типичный западный художник.
Он идет не от души, а от логики. Я вступил с ним в диалог. Он рисует квадратики, прямоугольнички. А я в них вписал шахматные фигурки, дерево. Мол, эх, Мондриан, если бы конь прошел, дерево росло, то все бы жило, а тут как-то мертво. Это ваш ход, Мондриан. А чем он ответит? Нарисует другую картину? Красные и белые квадратики, символы стабильности. Один китайский мудрец сказал: без основы нет стабильности. Без перемен нет обновлений. А перемены это ветер. Да, я так нарисовал ветер. Правильно, неправильно, не знаю. Ко мне однажды пришел 5-летний мальчик, и у него родители были художники. Я у него спрашиваю: что это? Он ответил: ветер. Значит, правильно? Ребенок понял. С чего это вышла? Я не могу сказать. Обычно картины идут сверху, потоком из космоса. И здесь у меня решил появиться Дан. Я о нем знала, конечно, но стихов его не читала. И знала про любовь, всем известную любовь к прекрасной Беатриче, что в жизни они даже не разговаривают. Один раз он ее встретил в 9 лет. Она была в красном, потом в белом. Ей было 19 лет, она шла с 2 дамами и решила с ним поздороваться. А он так разволновался, что не смог ответить. И, по-моему, она даже и не знала, что он ее любит, что она любовь всей его жизни. А он посвящал ей стихи, божественную комедию. Так любить женщину, что даже с ней не здоровается. Мне кажется, это потрясающе. В веселье шла любовь, и на ладони мое держало сердце, а в руках несла Мадонну, спящую смиренно. И, пробудив, дала вкусить Мадонне от сердца, и вкушала та смятенно. Потом любовь исчезла, вся в слезах. Она умерла молодой, а он ее всю жизнь любил. Она была его музой. Конечно, он страдал. Но для него она была идеалом. И наверняка она идеалом-то и не была. И характер у него был, ну, вы сами знаете. Ну и все. Он в красном, а она в белом. Даже в сиянии. Женщина в углу, возможно, автор, который наблюдает за происходящим. Возможно. Это моя любимая картина. Надо бы ее в рамку поставить, до руки никак не доходит. А вообще картина писалась очень долго. И сюжет был другой. Но она у меня никак не получалась. Не получалось. А потом вдруг стукнуло. Дан, ты сказал, что ты мучаешься? Эта картина моя, я здесь должен быть. И все стало на свои места. А может, это муза? Возможно. Беатриче была его земной музой,
А это небесный. Наверное. Я с Сабинского района и в этом году решил сделать там выставку. Да, там иная планета. Ни помещений, ничего. Приходили люди, смотрели, отвозили, типа на картину посвящение первому татарстанскому космонавту. Это, кстати, мой друг. С детства все мечтал полететь в космос. Учился в Жуковском, и Терешкова ему наобещала, что, мол, замолвит за него словечко, а он на радостях купил бухла, прибежал в часть, там ему дали по башке, ну, в общем, не сложилась судьба. У меня много в картинах петухов. Петух – это символ времени, приход утра. У меня также есть, конечно, картина «Черный петух». Она более трагического содержания. Это моя оценка на происходящее со мной, вокруг меня, с Татарстаном. У меня такая позиция, гражданская. Да. Да, я стою на стороне униженных и оскорбленных. Я социальный художник. Вот скажите, почему дворец земледельцев? Меня смутил сам факт того, что в магазине огурцы дороже бананов, которые привезены из Эквадора. И дворец земледельцев. Нет, я, конечно, понимаю, как художник-символист ты используешь знаки, чтобы высказать свое мнение. Ну, вернемся. Дворец земледельцев, там есть что? Дерево. Правильно, дерево. Оно сухое. На нем нет ни одного листочка. Что получается? Мертвое дерево. Мертвое сельское хозяйство. Бананы и лимоны – наши спасители. Верблюды и шачки – безмолвные работники. Там, кстати, еще перевернут татарстанский флаг. Это не моя идея. Это я посмотрел у бурлаков на Волге. Там тоже на корабле перевернут флаг. Корабль – это символ государства. Но раз флаг перевернут, значит, что-то там происходит. Нужна помощь. Кстати, эту картину сняли из-за контекста с выставки, и некий князь купил ее, и на эти деньги Репин смог прожить в Париже 7 лет. За сколько сегодня можно продать картину, чтобы в Париже прожить, ну, хотя бы 3 года? Бывает такой период, когда нет тем для работы. И я пришла к выводу, что, скажем, в поисках можно читать притчи, где есть явная мораль, и делать по ним изображения. Правда, есть разница между картиной и изображением. В картине идея должна считываться без литературного источника. И я начала читать книжки. Купила книжку с суфийскими притчами. И там был спор слепцов о слоне. Наверняка вы знаете эту притчу. И появилась формальная идея сделать из разных кусков одну картину. И эта идея дополнила какую-то внутреннюю задачу. Сама идея пришла ко мне, когда я шла мимо храма Сергия Радонежского на Краснококшайском. При этом по суфийской притче. Словом, знак. Там много смыслов. Что нужно учитывать мнение каждого, что истину не постичь, что один человек может познать только часть истины. А почему мусульманская тема вообще пришла? А я вам отвечу. Были курсы Нарбекова по улучшению зрения. Кстати, заметьте, притча о слепых. И там был молодой человек. Звали его Оскар. Светлейший человек.
Он был суфи. У него все предки ишан. Он говорил, мы можем разговаривать с Богом. И было видно, что ему дано это знание. А он говорил, ну зачем мне это? Зачем? Делал бы бизнес, кормил бы семью, а тут тяжело. И я начала читать книжки. И узнала про важность знания предков, которые были до тебя. Что у тебя это на клеточном уровне проявляется, что в любой ситуации ты осознаешь все так, как в тебе заложили предки. И я помню, когда пришла в храм, все стало на свои места. Все стало понятно. Мук творчества не бывает. Если есть муки, то это не творчество. Это удовольствие. А вообще творчество не важно. Искусство важно. Да, я это в храме поняла, что творчество не самое важное, что есть. Хотя это твое предназначение. И важно попасть в то, для чего ты предназначен. Только что звонили, сказали, что пробки выбил. Нас выживают из мастерских. В советское время таких проблем не было. Нас никто не трогал. А сейчас выясняется, что у нас нет нужных документов. И мы не можем заключить договор с электриками, с коммуналкой. А кто ж знал, что эти мастерские можно забрать в собственность? И это так все продолжается. Вообще, для художника важно зацепиться за что-то одно. С коммерческой точки зрения, конечно же, это хорошо. Тебя узнают, тебе сыплются заказы. Мне хочется попробовать все. Да, хотя уж давно все Подержите, пожалуйста. Спасибо. На меня. Да. Да, спасибо. Конечно же, все уже давно придумано, просто нужно делать то, что ты умеешь, от души. Хорошо. Хотя в нашей культуре я порой прохожу мимо, вижу, и душа радуется. И есть, кстати, такой художник Даши Намдаков. Он бурят. Довольно хорошо продвинулся в Москве, потому что работал в одну точку, а я распыляюсь. Он скульптор. Его поддержали в столице, в Англии. Кстати, его хранительница должна была стоять в Булгаре. Ну, там свои нюансы. У дворца бракосочетания его существа стоят. Ну, там тоже свой момент. Семья — это что-то такое светлое, жизнеутверждающее. И тут эти дракончики. Но зато классные. Для меня важен 1236 год. Год падения Беляра. У меня даже есть несколько исторических картин на эту тему. Многие, конечно же, считают 1552 год. Нет. 1236 год. Об этом даже Гумилев говорил. Фаза надлома, отправная точка. Главная трагедия народа. Потом смешения не было. Принципы, по которым этнос тогда существовал, сейчас те же. Праздник, язык. Все. Все. А моя мама работала поваром в доме Келькина и была всем. Денег тогда ни у кого не было. А у моей мамы готовили более-менее хорошо. И вот актеры Камаловского покупали
покупали открытки, например, с 8 марта, и подписывали ей «Рафиля Опала». Это сейчас женщины коллекционируют сумки. А тогда сумка у всех была одна. И эту сумку нужно было найти. С ней нужно было носиться. А потом еще и дочери успеть по наследству передать. Вот представьте, умирает такая бабушка. А в этой сумке хранятся какие-то документы. А молодое поколение не хочет их хранить, выбрасывает. Ну а если эти сумки не выбрасываются, то достаются нам, художникам. И вы представляете, какая у меня коллекция из 36 семей. Есть вещи бытовые, технологические. Меняется мода, меняются материалы. А есть вещи, которые женщина умудряется коллекционировать. Платья, например. Сумки, туфли. Эти вещи точнее передают время. И не просто сумки. Нет. А так, чтобы у зеркала на полчаса смотреть на себя и мерить. 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 Какая прелесть. А? Мерить, 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 мерить. И она должна это все проделать. Иначе не будет внутреннего комфорта, счастья не будет. Ну пойдем. Ну пойдем посмотрим, а? Ну пойдем. Ну купи. Нет. Надо, чтобы ты посмотрел. Вот что это, а? Что это? Неуверенность? Нет. Это ритуал. Это такой ритуал. А из чего состоит наша жизнь? Из чего? Из ритуалов. В детстве к нам приходила портниха делать примерку. В ателье было не обязательно ходить. Приходила тетя, подключали сестру, и я видел, как люди радуются, что в этом ритуале их счастье. Себе-то я хотел велосипед, конечно. Вот задумываешься, а? Почему мы такие? Из чего мы выросли? Откуда в нас синдром так называемого советского человека? Вот скажем, не любовь к Америке. Страх. Вы-то другое поколение. А когда на тебя влияет Карибский кризис, например, знаешь, какое желание? Вот взять глобус и выковырять эту Америку. Вот выковырять ее вилкой и убрать, чтобы не пугало. Думаешь, Америка, Америка. Вот смотрю, то же самое. То же самое. И среди всего этого сложного и неидеального живут женщины. А им здесь особенно тяжело. Вот взять, например, женщину, вот девушку. Девушку из деревни с хорошей фигурой. И всю жизнь она мечтает оболеть. Оболеть она мечтает. Хотя она о нем ничего не знает. И видела она его только по телевизору. Но она мечтает оболеть. А занимается тем, что пашет землю на тракторе ДТ-54, потом 75. Я в этих тракторах разбираюсь. Они ж как так. У них педаль дифференциал. Вот. И все это женщины. И страна у нас такая. Танки, балет,
и женщин. Несмотря на свой возраст, я еще лет 10 планирую поработать. Хотя болею диабетом и сижу на инсулине. Прихожу в мастерскую и забываю о своих болячках. Внутренний пожар переношу на полотна. А когда-то крепким парнем был. Закончил горный техникум в родном городе Баймаке. Работал на шахте в Севере. Служил в ВВС, где потерял палец правой руки. Первое, о чем я спросил у врачей, смогу ли я рисовать. В моем роду не было художников. Я первый. После армии долго размышлял, куда дальше пойти учиться. Мама стояла за Магнитогорский горный институт, говорила, что первое техническое образование должно тебе помочь. Она была актрисой, папа тоже работал в театре. В доме часто собирались творческие люди. Сердце подсказало. Я выбрал Казанское художественное училище. Потом была Москва, институт имени Сурикова. Художниками рождаются. Это не профессия, а состояние души. На работе нет возраста, нет болезней, нет бытовых неурядиц. Творчество — великий соблазн, но и великое спасение.